Умный город – вторая по величине в мире мечеть, современные храмы культуры, а также исламский университет. Все это не мечты, а реальность, которая воплотится в ближайшие годы на территории эко-городка Осман. Строительству века дал старт президент Садыр Джапаров, заложив в капсулу фундамент будущего современного города. Планируется построить 4 сектора в эко-городе Осман. Это умный, коммерческий, спортивный и развлекательный. По задумке, Осман должен стать финансовым хабом, который свяжет Восток и Запад, Север и Юг. Строительство такого инновационного города на берегу чудесного озера, которое привлекает туристов со всего мира, откроет путь к дальнейшему увеличению туристического и инвестиционного потенциала нашей страны. Если этот город заработает на полную мощность, так как Кумтор двигает вперед экономику нашей страны в целом, то и этот город и СЭС Тамчи также станут экономическим локомотивом нашего государства. На строительство города будущего из госбюджета не будет затрачена ни сумма, так как его возведение будет вестись за счет финансов от инвесторов. Эко-город принесет многомиллиардные инвестиции в Кыргызстан, уверены эксперты. Возможность для инвесторов всего мира, чтобы они могли в таком вот прекрасном месте, как наш Иссык-Куль, инвестировать свои инвестиции и, соответственно, получать от этого выгоды. А то, что касается их защиты, то президент сам озвучил, что он сам лично готов защищать каждого инвестора, и каждый чиновник при этом будет также им помогать и оказывать всяческое содействие. На сегодняшний день мы вложили в Кыргызстан около 35 миллионов долларов. С этой точки зрения мы стремимся инвестировать в туризм. По нашим оценкам, на начальном этапе его стоимость составит до 150 миллионов долларов. Кыргызстан, Индия, Бангладеш, Арабские Эмираты, Австралия, Англия. Из этих стран приехали инвесторы на презентацию города Осман. Они дают свои инвестиционные предложения на общую сумму 20 миллиардов долларов. Мы, как инвесторы, будем работать по букве закона. С Божьей помощью и поддержкой государства мы сумеем реализовать намеченные планы. Помимо иностранцев в строительстве намерены участвовать и отечественные инвесторы. Джомарт Сулайманов возглавляет одну из крупнейших строительных компаний. Он отметил, что не стоит недооценивать отечественные компании, так как они тоже будут вносить свой вклад в реализацию этого масштабного проекта. Глаза боятся, а руки делают. Это пословица как-никак кстати. Если посмотреть на примере других государств, то все мы знаем, что население любит комфорт и сразу же заселяются в новые районы и города, так как комфорт и современные условия их притягивают. Здесь граждан будут привлекать чистый воздух, озеро, пейзажи, природа и горнолыжная база. Думаю, проект масштабный и многообещающий. Старт строительства даст толчок работе отечественных строительных компаний, транспортных сетей, железных дорог. Это, в свою очередь, будет способствовать росту производства. Нурхан Нурузбеков уверен, что новый город откроет большие возможности, особенно для молодежи. Строительство этого города открывает новые возможности, особенно для молодежи области, так как с его открытием будут созданы новые рабочие места, что, несомненно, радует нас. Также в Османе будут располагаться 7-звездочные отели, вторая по величине мечеть в мире, современная больница, университет, музей, киногородок для съемок фильмов, казино, стадион и дрон-такси. Это не мечты, а реальный проект, который будет реализован в ближайшие годы. Строя умный город Осман, мы намерены создать гармонию между нашим священным озером, нашей прекрасной природой и современным умным городом. Другими словами, мы придаем большое значение экологической ценности озера. Мы будем использовать лучшие мировые практики умных городов, в частности, разумного управления водными ресурсами, утилизации отходов той же системы отопления. Было заявлено, что на территории Османа будет построена современная мечеть, вторая в мире по величине. По архитектурной задумке одна ее часть будет находиться над водой, а другая на суше. В скором времени здесь должно начаться строительство Международного исламского университета, музея ислама и второй по величине святыни в мире, поскольку 90% населения нашей страны мусульмане.
Поначалу многие скептически относились к строительству города, несмотря на то, что даже в соседних странах такие проекты были реализованы. И теперь они превратились в развитые города, приносящие прибыль. Мобильный город, в котором будет чистая экологическая обстановка, это будет электромобили и так далее, газовая система и так далее. И мобильный город — это когда любой житель этого города может нажатием кнопки вызвать себе нужных специалистов, там, начиная от правоохранительных органов до обслуживания населения и так далее. После Астаны, это великолепный большой город, будет 5000 с лишним жителей здесь. Я думаю, здесь будет много очень желающих побывать, особенно иностранных туристов. Поэтому будущее туризма именно с этого города начнется, я думаю. Иссык-Куль – жемчужина не только Кыргызстана, но и всей планеты. Поэтому, я думаю, сюда будут заинтересованы приехать многие туристы из многих стран нашей планеты. Сингапурда айтабыз, Малайзияны айтабыз. Наш народ всегда восхищался и восхвалял такие города, как Дубай, страны Малайзию и Сингапур, говоря о том, что они за короткое время смогли построить город мечты. Вот сейчас пришло время и нам хвалиться тем же, что у нас идет строительство века. Пусть город Осман будет местом, где каждый сможет найти и осуществить свои мечты. Узнав о презентации на Иссык-Куль, съехались директора крупных туркомпаний и известных гостиниц, чтобы оценить возможности вложения инвестиций в данный эко-город. Сегодня к нам приехало много инвесторов из различных стран, представителей таких прославленных гостиниц, как Шератон, Хаят и другие. Все они, увидев проект эко-города Осман, проявили заинтересованность в реализации новых проектов на его территории. Это говорит о том, что Осман уже привлек к себе внимание мировой общественности. Новый проект воодушевил и местных жителей. Они поделились своими впечатлениями о городе мечты. Очень много тут. Первая природа сама. Тут море, озеро точнее. Вот, смотрите, вид на горы. И земля тут, почва очень хорошая. Почва хорошая, природа, воздух. Ну, правильно то, что строят. Для нашего туризма это, конечно, хорошо. Я сегодня радуюсь, да? Это чтобы историческое. На все киргизском земле. Это, как сказать, Омат. Омат келді. Осман станет местом притяжения для туристов и позволит улучшить туристический потенциал региона. Это город нашего будущего, будущих наших поколений. Здесь что интересно, производство. Производство здесь так каково не будет, а только экологические ресурсы будут приняты. Для того, чтобы город развивался, не только чтобы здесь было в туристическом плане, чтобы город полноценно, чтобы был городом, чтобы развивался, здесь вокруг села Тамчи, Торайгырское, Майлюк-Мыту, соседнее село, трансформировано около 3500 гектаров земли под инвесторов. Там будет много фабрик сельхозхозяйственного значения, это птицефабрики, это инвестиции в сфере возобновляемых источников энергии. Я думаю, это как раз таки показатель того, что здесь город имеет полную перспективу развития. Сейчас здесь расположился этногородок для гостей поистине исторического мероприятия. 30 июня 2023 года останется в истории Кыргызстана как день, когда страна начала масштабный проект под названием «Осман», который позволит вывести на новый уровень экономику страны и развить туризм. Проект будет полностью реализован в течение 7 лет. Напомним, что работа над ним велась почти 2 года и была полностью под кураторством Садыра Джапарова. Президент лично проводил встречи с инвесторами и принимал участие в создании проекта «Эко-города». Джибек Исакова, Руслан Бароненко, ЛТР. Итоги. Иссык-Кульская область.